Герои возвращаются домой. Как поддержать и что еще нужно для победы? Настоящий патриот, когда и один в поле воин. Электросамокаты вышли из правовой тени. Новая мобильность или опасный тренд? Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Все участвовал, помогал. Танкистам подвозили им продовольствие, все там. Фонд есть фонд. Подняли и... Герои былых времен. Курская битва и сражение под Прохоровкой. О чем молчали герои. И пешеходы их не принимают, то есть они это не свои. И автомобилисты не свои. Но есть же специально отложенные места. Ну так езжайте по ним. Но нет, хотят приключений. Электросамокаты. Докатимся ли до решения проблемы или запретить нельзя оставить? Красиво одеты в национальной одежде, поют свои песни, говорят на родном языке. По костюму можно определить, замужняя девушка или незамужняя. Вот на мне костюм замужней девушки. Грон-бетон – главный праздник удмуртов, что войдет в книгу рекордов. Главным политическим и экономическим событием в стране на этой неделе стал, безусловно, Петербургский международный экономический форум. Участие в нем президента России Владимира Путина добавило мероприятию статусности и дополнительного внимания СМИ, в том числе мировой прессы. Не зря многие высказывания Владимира Владимировича, касающиеся Украины и правящего в этой стране режима с нацистской идеологией, хода СВО, теоретически возможного применения России ядерного оружия и другие, разошлись на цитаты по всем информационным лентам, во всех, в том числе и зарубежных изданиях. Однако я все-таки обратил бы внимание на экономическую составляющую выступления президента. Во-первых, это выступление, было чрезвычайно насыщенным, емким и конкретным. Как затем многие отметили, это было самым продолжительным выступлением Путина на Питерском форуме за последние 10 лет. Владимир Путин раздавал поручения правительству, очень умело оперировал с цифрами, демонстрируя, на мой скромный взгляд, великолепные знания экономической теории и практики. Обнадежил семьи с детьми, которые получают пособие на ребенка до 1,5 лет. Теперь его будут выплачивать на весь период времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился ли доход семьи или нет, чтобы стимулировать людей выходить на работу. Объявил об индексации минимального размера оплаты труда. С начала года на 6,3%, а с 1 января 2024 года сразу на 18,5%. Что окажется гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом. Целый пакет мер поддержки касался бизнеса самого разного, от экспортеров до гостиничных проектов и так далее и тому подобное. Одно из ключевых заявлений Владимира Путина – это тезис о том, что России на данном этапе нужна экономика предложения и высоких зарплат. Сейчас уже мало просто отвечать на конъюнктуру рынка и реагировать на спрос. Важно и нужно самим его формировать. Давайте послушаем, как это сформулировал Владимир Путин. В этих условиях необходимо двигаться только вперед. А это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует, этот спрос. Такая экономика ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом. Но возможности для этого, научные возможности, творческий потенциал у нас, конечно, имеются. Как этот экономический потенциал реализовывать? За счет каких отраслей и локомотивов? Где наши скрытые резервы? Что такое приоритизация бюджетных расходов? Темы, которые активно обсуждались на форуме. И нет возможности, к сожалению, останавливаться подробно на каждом направлении. Отмечу только, что по заявлению Владимира Путина курс на открытость российской экономики, несмотря на все санкции и уход западных компаний, сохраняется. Пророчество, что под внешним давлением Россия вернется к закрытой административно-командной экономике, не оправдались. Второе. Нужно добиться увеличения притока инвестиций до 2030 года в 5 раз, до 10 триллионов рублей.
При этом расширение экономических возможностей страны должно быть связано с повышением благополучия граждан. Важно обеспечить опережающий рост ее доходов. Все это напрямую отражается на деловом климате в стране, который, как известно, складывается из положения в каждом российском регионе. Традиционно в Петербурге подвели итоги национального рейтинга инвестиционного климата в регионах. Два субъекта федерации в этом году превысили планку в 300 баллов. Это Москва и Татарстан. И это выдающийся результат. Первопрестольная снова лидер, как и в прошлом году, Татарстан снова второй. Однако это очень почетное серебро, стабильность, которая говорит о системной работе руководства республики по улучшению делового климата в регионе. Третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области. Я знаю, что вас уже копируют, и это уже такой бренд. Мы сегодня будем вот на площадке РЭЦ обсуждать бренд «Сделано в России». Так вот, «Сделано в Татарстане» – это уже бренд. Уже бренд. У нас есть такая пословица «Баюның ауырлығы жоқ, байларша яшауы бар». Значит, разбогатеть несложно, жить как богач. Вот держаться на этой позиции на самом деле не так просто. Что касается Москвы, мы бы сразу самоотвод взяли. Значит, Сергей Семенович, вы можете не сомневаться во мне. В целом, я считаю, что это очень серьезная комплексная работа, совместная работа. В чем еще особенность таких форумов, что, кстати, показал и Казанский исламский форум? На таких мероприятиях всегда есть возможность быстро и удобно проводить встречи, выходить на какие-то конкретные договоренности. Особенно для таких мобильных и энергичных руководителей, как Рустам Минниханов. А в Петербург по традиции приехала очень представительная делегация из Татарстана. Плюс у нас был очень достойный информативный стенд, возле которого всегда кипела работа. Только в первый день форума на него заглянули не менее 5 губернаторов, иностранные участники и главы крупных федеральных компаний. А за несколько дней до форума в День России 12 июня Рустам Минниханов вручал государственные награды наиболее отличившимся татарстанцам. Среди них были и участники специальной военной операции, которые, как отметил Раис Татарстана, вместе со всей страной ведут борьбу с неонацизмом за суверенитет и будущее России. Сейчас бойцы возвращаются в отпуск, чтобы повидаться с семьями, сменить обстановку. И это подходящее время для местных властей, чтобы из первых уст военнослужащих и их семей узнать о том, что нужно на фронте и в тылу. Зуфар Давлетшин продолжит. Пока не пощупала, я не верила, что он приедет. Приехал, пощупала, все, можно, мой вернулся. Друзья пишут, ты что не сказала? Я говорю, Это великое счастье на самом деле, потому что там... Вообще не ждала, что приедет. Есть такое понятие, когда идет наступление или активная оборона, в отпуск не отпускают людей. Чуть больше полугода Алексей был в зоне специальной военной операции. Короткий на первый взгляд период, но успел отвыкнуть от совсем недавно привычной жизни на гражданке. Здесь лучше, определенно. Здесь много есть таких моментов, которые, живя здесь, не ценишь. Да, меня, мы например, говорили, да? Тебя не ценишь, да. Семью, в принципе, вообще-то. Близких, детей, родных. Вода из-под крана, которой нет никогда. Ванны тепло, полежать. свет, да, интернет, Wi-Fi, вот это вот все. Не со всеми друзьями и родными получится увидеться. Не всем говорили, отпуск короткий, всего не успеть. И в эти короткие мирные дни многие бойцы не забывают, что скоро возвращаться на боевые позиции и стараются помочь тем, кто помогает им. Для нашего более дальнейшего комфортного и более продуктивного исполнения боевых задач пришлось и помотаться, и пообщаться с людьми. Не только с нашего региона, по старой просьбе моего друга из Санкт-Петербурга. Съездил туда, и нам обещали в помощь несколько коптеров. Общественных организаций волонтеров, пожалуй, по всей стране не счесть. Они в каждом районе, в каждом населенном пункте. Одна из таких движений «Жен никто кроме нас» СВО. Основала Лилия, мать 3 детей, жена мобилизованного. По названию движения понятно, что поддержал инициативу «Союз десантников». Это их девиз «Никто кроме нас». Мне пришлось учить и марки колес, и названия квадрокоптеров, разбираться в лопастях, в сбросах, прицелы, в общем, все. Плетение маскировочных сетей – это лишь видимая часть. География сотрудничества широкая.
Буквально вот сегодня нам в дар предоставил город Зеленодольск боевое братство совместно с Полюс Альфа Тихоном Михаилом квадрокоптер DJI Mavic 3 для наших солдат. Большая благодарность вам за это. У нас есть свои поставщики, свои хорошие друзья с города Сыктывкара. Андрей, который непосредственно также нам помогал искать квадрокоптеры по себестоимости. Узнали, что бойцам нужны маскировочные сети, теперь плетут по всем правилам Министерства обороны из нужного материала правильными узорами. Руками режут большие бобины на полоски шириной 4 сантиметра и длиной 1,60 м. У учительницы Столбищенской школы Лаишевского района Зинаиды Ивановой сын тоже в рядах мобилизованных. Но не только о нем думает, когда плетет эти сети. У нас в районе больше 15 точек сейчас плетется. Очень большие заказы по всей линии, начиная Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск. То есть мы помогаем не только своим конкретно ребятам, но именно всем ребятам, которые на линии соприкосновения. Когда я ходил, выражал благодарность тем всем людям, которые помогали нам в течение практически этого года всего, то я увидел, что на самом деле большинство людей нас поддерживают, верят в нас и очень переживают. И это действительно придает и сил, и уверенности в себе, и понимание того, что нас ждут и верят в нас. Ждут, верят, помогают как могут и бойцам, и их семьям. Практически в каждом районе республики с бойцами, приезжающими в отпуск, встречаются на высшем уровне. Для них это первое в жизни чаепитие с главным человеком района. За каждой семьей закреплен личный куратор. Медицинское обслуживание, детский сад, школа, летний отдых. Если были проблемы, то на такой встрече все быстро решается. Основные вопросы бытовые, где-то что-то сломалось или где-то там, например, напор воды уменьшился, да, или мы что-то там знаем, где-то нужно помочь с ремонтом, где-то там отклеилось, именно не хватает мужских рук. Но и здесь бойцы-отпускники больше говорят не о личных и семейных проблемах, а о том, что нужно сделать, чтобы там стало легче. Руководство настоятельно рекомендует общаться с психологами, причем всей семьей. Но мысленно бойцы и здесь, там. Масс-сети от района, в принципе, были бы неплохо. Дождевики эти же самые. А папу мы очень ждем, любим. Всегда говорит, что все хорошо. Немножко легче стало. Повеселее, да, когда папа приехал? Да. Личные проблемы мы можем сами решить, а проблемы взвода, роты, это надо решать общими усилиями, я думаю. Потому что по-другому никак. Нам же победа нужна. Врачи нужны, говорит Сергей, гражданские, узкие специалисты. Всплывают хронические болезни и новые появляются. С обмундированием, едой уже все в порядке, теперь другие потребности. Помимо одежды, теплых вещей, необходима была вода. Очень мало было воды, нам пришлось пить из речки. Потребность в технике современной, коптеры, тепловизоры, прицел ночного видения. Вот недавно с пиломатериалами сколько машин ушло? 3 фура пойдет. С пиломатериалом. Пиломатериал, кстати, тоже там очень востребован. Для блиндажей, для окопов. Те самые фуры со стройматериалами и другой помощью раз в 1,5 месяца с группой единомышленников отвозит Ринат Камалетдинов. В начале 80-х проходил срочную службу в Афганистане. Говорит, тогда все было по-другому и уже нельзя сравнивать. Сейчас очень многое зависит от помощи тыла. Вообще говорят, что круче всех на этой войне живут татары. То есть с Татарстана идут колонны одна за одной со всех районов, по всем нашим подразделениям татарским, и мобилизованным, и контрактникам. Действительно рад, что я живу в этой прекрасной республике. Только наша республика озаботилась переездом, комфортом и доставкой до родственников военных. Морально мобилизоваться нужно каждому и в тылу, чтобы на боевых позициях стало легче. Тем, кто здесь, сил. Ждать это гораздо тяжелее. Один из плюсов СВО, который я вижу, это вот объединение народа. Изменилось отношение к жизни, сознание как-то. Конечно. Да блин, очень много. Сама ценность жизни,
Она очень хрупкая. Ой. Ну да, ценишь жизнь, получается. Моменты нужно делать сейчас. Вот. Потому что завтра может не быть. Пусть наши дети не узнают, что это такое. Я не хочу, чтобы мой ребенок разбирался, где далеко снаряд взорвался. Близко прилет будет. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Не дай бог такого никому. Сегодня, когда наши защитники ведут героическую борьбу с неонацизмом на Украине, вы обратили внимание, как особенно остро и живо мы стали заново вспоминать, перечитывать страницы героической летописи наших побед в годы Великой Отечественной. Как много там исторических параллелей, аллюзий. Горят немецкие леопарды на Донбассе сегодня, так же, как и 80 лет назад горели немецкие танки во время эпохальной Курской битвы. В густой копоти и мы, и пехота были похожи на кочегаров, непрерывно кидающих в топку уголь. В бешеном темпе, в дыму горящих танков, взрывов снарядов, стрельбы всех видов оружия. Каждый, обливаясь потом в своем окопе и на своем метровом участке, методично делал свою работу. Как в гигантском цехе, уже забыв о страхе, отдавшись на волю случая, убьет или не убьет. Так писал впоследствии об одном из самых страшных сражений Великой Отечественной войны наш соотечественник, герой Советского Союза Мансур Абдулин. В нашей стране в эти дни вспоминает Курское сражение. 80 лет со времен этих страшных 8 июльских дней 43-го, которые решили стратегическую инициативу в той Великой войне. Танковое сражение под Прохоровкой стало самым крупным танковым сражением в истории и навсегда вошло в учебники истории. Во встречном бою, по некоторым оценкам, сошлись до 1500 бронемашин. Горело поле, люди и само небо. Одна из боевых машин, танк Т-34, участник той великой битвы, знаком, пожалуй, каждому казанцу. Это его мы ждем и встречаем первым во время Парада Победы на площади Тысячелетия. И, конечно, в эти памятные дни мы гордимся нашими ветеранами, участниками Курской битвы, которые выстояли в том аду. Татьяна Тимошенко узнавала, как легендарный танк попал на свой постамент и почему так долго молчали ветераны, участники той великой битвы. Это ожидание гостей из окна своей квартиры как взгляд уже над событиями. То, что им пришлось пережить, конечно, не забыть, не вычеркнуть, как и со страниц нашей истории, которой могло бы и не быть, если бы они, тогда мальчишки, не выстояли бы в великой битве за Родину. Танков сколько было, я, вернее, танкистом, но все это видел и все участвовал, помогал. Танкистам подвозили им продовольствие, все там, все время с ними взаимодействовали. Юбилейная медаль в память Прохоровского сражения 12 июля 1943 года учреждена губернатором Белгородской области. Всего их отчеканено 380. 2 из них привезли в Татарстан, Казань, участникам боев. 98 лет. Да. Как у вас самочувствие? И известное дело, не в 17 лет. Ну, у вас выправка-то еще... Ну, ничего, еще ходим. Пожалуй, начиная с 17 лет уже воевал. Все. И до конца. Хоть и родились они в разных городах, но судьбы у наших героев схожие. Почти как в любимой миллионами песни. Путь этот был один на всех. После призыва, короткое время в училище, эшелон на фронт. Оба попали в самое пекло Курской битвы, на Прохоровское поле. Первый бой его, там, видимо, командира пулеметного расчета убило. И он, ну, наверное, как курсант, все-таки, может быть, что-то их там в училище-то учили, он принял на себя вот эту команду. Командовал пулеметным расчетом, это в Прохоровке. Прохоровку, самый вот этот бой был, он сказал, это был ад. 12 июля 1943-го в Белгородской железнодорожной станции Прохоровка с обеих сторон сошлись, по разным данным, до 1500 танков. Взламывание обороны противника непрерывными атаками, потери и ад встречного сражения. От взрывов снарядов, горящего поля, танков, смог и запах пороха стоял, по воспоминаниям советских летчиков, на высоте до 2 километров. Уцелевшие экипажи горящих машин выбирались и вступали в стрелковый бой. Участник тех событий на почетном месте в Музее боевой славы Казанского танкового училища. За Т-34 до сих пор закреплен экипаж.
Имя этой боевой до сих пор машины колхозник «Татарий» известно каждому жителю нашей республики. И именно этот танк открывает парад Победы каждый год. И само рождение этого танка, конечно же, связано с нашей республикой. Осенью 1942 года парни и девушки Савинского района, которые оставались в деревнях, объявили сбор денег и смогли собрать 100 миллионов рублей. За годы войны было построено 200 танков, и переданы они были уроженцам также Татарии. Т-34 стал символом победы в Великой Отечественной, воплощением героизма танкистов. Казанский именной был восстановлен 3 года назад. Это значит, он не только на ходу, это полностью боевая машина. Я сейчас нахожусь на месте механика-водителя. Танк заводится с кнопки «Старт». Конечно, ключа никакого нет, но, в принципе, здесь для тех, кто водит автомобиль, все понятно. Газ, тормоз, педаль подачи топлива, гусеницы управляются вот этими 2 рычагами. В экипаже танка было 5 человек, и как они все помещались вот здесь, конечно же, себе представить маловероятно. Лица героев-выпускников Казанского танкового училища в бронзе. В одном строю разные поколения. Имена героев: 76 Советского Союза и 34 уже Российской Федерации. О боях под Прохоровкой Николай Андреевич не рассказывал 3 десятилетия. Не было принято, ведь участник войны, солдат или тот, кто трудился для победы, был в каждой семье. Пружину разжала, когда по телевидению был показан документальный фильм о том самом бое. И о других, когда пошли дальше. Они вошли в город Алитус. И самое ужаснейшее впечатление, второе после Прохоровки, это была вот именно этот город. Потому что в этом городе находился детский лагерь смерти, где детишек использовали в качестве доноров. И вот он с ужасом вспоминал, когда они вошли в этот, значит, концлагерь, какие там были камеры. Одна камера была забита вшами или блохами или чем-то. То есть детей туда вот кидали, и как бы они погибали. Эти стеллажи, хотя они все были во всех лагерях, где детские одежда, платьица. И отсюда, конечно, чемоданы конфет, уже потом, после войны, привозимые для всей детворы из командировок. И рассказы о возвращении к жизни. После ранения в голову при освобождении Кёнигсберга, потери речи и о жажде жизни, которая вылечила и вытащила. 17 лет я в войсках был. А мечты были? А? Мечты были? Какие мечты? Когда идешь во фронте. Фронт есть фронт. Подняли и... Дочь Николая Андреевича называет его настоящим полковником, подчеркивая стройность и сохранившуюся выправку. В семейном фотоархиве встречи со школьниками и своими друзьями-ветеранами, героями, воплощением стойкости. По вечерам Николай Андреевич также следит за новостями из регионов, по которым он прошел освободителем 80 лет назад. Для него это, конечно, нож по сердцу. А так все время смотрит, все время смотрит. С фронтовых лет сохранилось только 2 фотографии, их 18-летних. Почти сразу после победы Николай Андреевич встретил свою Тоню, свою судьбу на всю мирную жизнь. Стал кадровым офицером гарнизонной службы в ПВО и танковых войсках. А потом уже по требованию своих выросших детей он написал книгу о боях, молодости, о службе Родине и своей жизни с подзаголовком «Детям и внукам посвящается». Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Дмитрий Шлемин. 7 дней. А что я один мог сделать? Ну, а что я одна могла сделать? Ну, а что я один мог сделать? А что я один мог сделать? А что я один мог сделать? Что я один мог сделать? Это кадры из популярного когда-то сатирического киножурнала «Фитиль». Один в поле не воин, говорят, зачастую, когда нужно оправдать бездействие, лень или равнодушие. Однако есть и, к счастью, люди, которым не все равно. Возможно, многие обращали внимание на необычную картину у одной из деревень Апатовского района. Среди поля вдруг появляются большие портреты и флаги новых российских регионов.
Наша съемочная группа заинтересовалась, что вдруг толкнуло хозяев дома на такой поступок. Был бы совершенно неприметным этот одиноко стоящий дом у дороги, если бы однажды сын хозяйки не решил, что не может оставаться в стороне. В 2014 году сын у меня, не говоря, как бы в известной ставле, поехал он на Донбасс, повез гуманитарку на своей машине с прицепом. Я, значит, об этом не знала относительно. Потом это у него вошло, как бы постоянно стал ездить туда, привлекать людей. А когда вот эта операция началась, ко мне заезжало много машин, а в основном летом просили воду. Я говорю, а вы что? Они говорят, ну, мы едем туда. Я говорю, да. Они говорят, а как? Я говорю, вот думаю, мысль моя пришла тогда, думаю, дай-ка я флаги установлю. Люция Кофеятуловой 74 года. Поддержала тогда сына. И теперь дом их приметный с дороги. Стоит на том самом пути в сторону юга России, границы с Украиной, по которому теперь часто идут гуманитарные караваны. А сын вот сейчас там уже служит? Да, там. Нет, он пошел как добровольцем. Мне кажется, он выполнял такой долг, который должен выполнить каждый, кто, как говорится, есть будня хальде бухальде. Флаги новых российских регионов развиваются у дома, и портреты героев Донбасса провожают каждого проезжающего мимо деревеньки в Апастовском районе. Люция Митхатовна разочарованно удивляется на вопрос, чьи это портреты. А вы что, не знаете, ребят? Меня когда спрашивают, ну вы что, он портрет Лизы, а это Донбасс, это все с Донбасса. Он почему еще? Он с ними был в контакте. Ну как общался с ними? Доктор Лиза Елизавета Глинка, основательница фонда «Справедливая помощь». Часто приходилось ей договариваться со всеми сторонами конфликта о временном прекращении боев на пути эвакуации детей. Погибла в авиакатастрофе. Рядом портрет первого главы Донецкой республики Александр Захарченко был убит в результате организованного на него теракта в Донецке. И в одном ряду герои Донбасса Михаил Толстых, он же Гиви, Арсен Павлов с позывным «Моторола», Владимир Жога и автор ставшей крылатой фразы «Работайте, братья» Магомед Нурбагандов. Современные образцы мужества и патриотизма. Вот здесь я живу. Тут такая жизнь у меня. Лягу хорошо, встану еще лучше. Люция хочет, чтобы не просто мимо проезжая люди обращали внимание на это место, не только задумывались на ходу, а заходили в гости. Хочется, говорит, сделать чайную с блинами да пирогами, но одной не справится. Даже с дорогой и водопроводом проблема. Их просто нет. С бюрократической машиной давно знакома и удается ее иногда побеждать. Вот письма у меня. Управление президента Российской Федерации писала. Я туда запрос посылала по флагам. Это было в каком 22-м году. А тут я дописал, согласно платить штрафы, флаги не уберу, согласно судебной тяжбы. Патриотом быть не очень просто, да? Нормально. Я согласна на все в этой жизни. Бусушка, кеткен укулатыргандыга, мына солдатка дегендига. Эй, шундай саваплы инде. И каждое утро, говорит, встает с молитвой о тех, кто сейчас там, рискует жизнью за будущее нашей большой страны. И сына ждет оттуда, терпеливо, с которым редко связываться получается. Он уже не просто гуманитарный груз возит, он теперь в армии. Придет время постучаться к нам. Ко мне, может, я, Аллах Бесаль, что, и скажет, миленький, а ты чем помог хотя бы? Тебе хорошо было? Да, хорошо жилось. А чем ты помог? Те вернутся. Какой совестью им глаза надо будет посмотреть и сказать. Что, неправда? Правда. Это инвалид был, да? Я сейчас стала понимать, за что он ногу оставил там. И сидел, сколько лет ковырял, и гной оттуда шел. За то, что вот мы вот так жили. А что не так? Так. А сейчас там, если не мы, то что было бы там? Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Красиво одеты в национальной одежде, поют свои песни, говорят на родном языке. По костюму можно определить, замужняя девушка или незамужняя. Вот на мне костюм замужней девушки. Гырон-Бытон – главный праздник удмуртов, что войдет в Книгу рекордов.
Рустам Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва. Раис Татарстана поздравил новичков и пожелал им конструктивной работы. Кадровый резерв формируется уже 10 лет. В этом году для участия заявились 266 человек. В финал вышли 23. Почти 1 миллион кибератак на сайте органов власти, госуслуг, госкомпаний, вузов и СМИ совершили в этом году хакеры. Это втрое больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщили на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию республики. Его провел Раис республики Рустам Минниханов. Резкий рост хакерских атак возник после начала СВО. На полях Питерского форума Рустам Минниханов встретился с председателем правления китайской национальной химико-инжиниринговой компании Дайхагеном. Говорили о расширении сотрудничества. Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске беспилотного движения грузовиков КАМАЗ на трассе Санкт-Петербург-Москва. Мероприятие состоялось на участке трассы М-11 в рамках экспериментального правового режима. В Татарстане довыборы депутатов органов местного самоуправления пройдут 10 сентября. Об этом рассказали на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России». Его провел Фарид Мухаммедшин. Здесь же наградили тех, кто активно помогает жителям Донбасса и участвует в сборе гуманитарной помощи. В рамках форума Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Хаджаевым. Раис Татарстана выразил признательность за особое внимание к развитию взаимодействия, направленного на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. Рустам Минниханов встретился с министром экономики Арабских Эмиратов Абдуллой бен Туком Аль-Мари. Раис республики подчеркнул, Татарстан на своем уровне активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Так, по итогам прошлого года товарооборот между республикой и Эмиратами составил $71 миллион. В Татарстане планируют создать центр сортировки мусора. Рустам Минниханов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соответствующее соглашение. Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии подписания соглашений по играм будущего. Мультиспортивный турнир, объединяющий традиционные виды спорта и новейшие цифровые технологии, пройдет в 2024 году в Казани. Обеспечить безопасность на Казанском Сабантуе поручил Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме правительства. И эта задача не только для правоохранителей, но и для Роспотребнадзора. В жаркую погоду нужно особо контролировать организацию питания, отметил Раис республики. 7-й городской больнице Казани присвоено имя Марата Садыкова. Постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин. Напомним, министр здравоохранения Марат Садыков скоропостижно скончался в январе этого года. 5 лет он возглавлял ведомство, до этого 10 лет руководил 7-й больницей. Под началом Марата Садыкова клиника стала центром высокотехнологичной медицины с круглосуточным приемом пациентов. Сегодня она одна из самых оснащенных в стране. За время работы Марат Садыков воспитал не одну плеяду высококлассных специалистов и руководителей. Сегодня всех медиков мы поздравляем с их профессиональным праздником. В последнее время, чем больше читаешь и анализируешь некоторые западные публикации, тем больше проникаешься уверенностью в правильности политического и экономического курса нашей страны. Вот как вам, например, такое суждение, к слову, достаточно распространенное в западных СМИ? Петербургский международный экономический форум показал, что Россия находится в изоляции. Ведь туда не приехали американские и европейские делегаты, а приехали представители Кыргызстана, Белоруссии, других стран СНГ, а также представители Китая, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, других стран Африки, ну и представители Латинской Америки. Удивительное и высокомерие, и лицемерие. Для понимания, страны объединения БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по динамике экономического развития, ресурсному потенциалу уже превосходят страны Большой Семерки. Хотят это осознавать на Западе или нет, но факт остается фактом. Западный мир – это затухающие и нации экономики. Второе, о чем, на мой взгляд, тоже стоит сказать, для России это может быть и лучше, что надменных западных, в кавычках, партнеров на Питерском форуме пока не будет. Нам бы повнимательнее присмотреться к потенциалу нашего сотрудничества не только с Китаем, Индией, арабским миром, а в том числе и с нашими соседями, с тем же Кыргызстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Белоруссией. Для понимания, товарооборот Татарстана и Белоруссии около $1 миллиарда. После визита туда делегация республики во главе с Рустамом Миннихановым сразу объявили, есть возможность увеличить эту цифру вдвое, до 2 миллиардов, практически сходу. Даже не сомневаюсь, что эта планка будет взята в самое ближайшее время. При том, что мы и так имели очень тесные связи, успешные совместные проекты, практика показывает, нам есть где наращивать партнерство, взаимообогащать и укреплять друг друга. К
примеру, Татарстан сегодня является признанным лидером не только в России, но и в странах СНГ по такому направлению, как работы под напряжением. Наша сетевая компания занимается РПН на системном уровне с 2009 года. С каждым годом не только увеличивая количество работ, но и усложняя технологию, расширяя ее возможности. Такие разные, такие завораживающие, такие прогрессивные эти работы под напряжением. Открою вам секрет, такие картинки вы увидите только в Татарстане и только в филиалах сетевой компании. Работы под напряжением на уровне 500 киловольт. Невероятное зрелище. На уровнях напряжения 0,4, 6 и 10, 35 киловольт. Почему такое не увидишь нигде? Во-первых, потому что наша сетевая компания единственная среди всех электросетевых организаций в стране имеет в своем составе объекты всех уровней напряжения от 0,4 до 500 киловольт. А второе и главное, нигде в России и даже нигде в странах бывшего СССР не выполняются работы под напряжением в таком объеме. На системном уровне в Татарстане впервые стали осваивать эту технологию с 2009 года. Первооткрывателями РПН стала бригада чистопольских электрических сетей. Это сегодня для сетевой компании работы под напряжением – это обыденное явление, а начиналось все в 2009 году, и тогда все было вновь. Чистопольские электрические сети, как родоначальники этого направления, бережно у себя в музее сохранили, как и с чего все начиналось. Вот первый журнал и первая запись о работах под напряжением 2009 года. Это фотография первой бригады РПН, а это специальные средства защиты. Вот тогда они выглядели именно так. Это наш первый трансформатор. Гости сетевой компании из братской Беларуси не скрывают, они очень ценят, когда компания бережно хранит память о своей истории и своих достижениях, как давних, еще с советских времен, так и относительно свежих. У них это тоже принято. Но больше коллег из Беларуси, конечно, интересует передовой опыт Татарстана по проведению работ под напряжением. Первая бригада обучающихся из Беларуси уже побывала в Заинском центре, и стороны уже тогда договорились, что этот процесс будет развиваться на регулярной основе. У братьев белорусов была еще одна настоятельная просьба. А сможете приехать со своей бригадой к нам в Минск и в Гродно и на месте показать, как производятся работы, как говорится, на земле. Генеральный директор сетевой компании Ильшат Фардиев заверил: приедем и очень скоро, ждите в гости. Мир без границ, я даже так бы назвал. В такой ситуации, когда мы говорим, люди вот больше общаются, там режим удаленки, нет, абсолютно этого не происходит. Здесь как-то, будем говорить, единение идет вообще. Тысячи километров не преграда. Бригада из нижнекамских электрических сетей Заинского РЭС уже в Минске со всем необходимым оборудованием, в том числе автовышкой с изолирующим звеном. От поездки в Беларусь остались только теплые впечатления. Очень приятно, очень тепло встретили нас белорусские коллеги. Мастер-класс от бригады Заинского РЭС. Ничего подобного коллеги энергетики не видели. Четкая и слаженная работа по замене опоры без отключения потребителей под напряжением 10 киловольт. Опора демонтируется, потом устанавливается новая опора уже в изоляции. Для убеждения, что линия не отключена, с собой брали указатель высокого напряжения, показывали что линия в работе. Мы должны учиться друг у друга. Чем больше мы это будем делать, тем больших результатов мы достигнем вместе. По результатам поездки в адрес татарстанских энергетиков пришла благодарность от коллег из Беларуси. Они отметили высочайший уровень профессиональной подготовки электромонтеров сетевой компании и выразили надежду, что работы под напряжением со временем станут активнее применяться и на белорусской земле. Для сотрудничества нет границ, зато возможности для роста безграничны. Это правило стало определяющим для сетевой компании и ее партнеров в России и по всему миру. В феврале было подписано ключевое соглашение со стратегическим партнером Татарстана компанией Россети. Федеральные коллеги давно и активно перенимают опыт республики, особенно в области РПН. Недавно представители сетевой компании из буинских электрических сетей обменялись опытом работ под напряжением с энергетиками компании Россети Юг. Энергетики из Татарстана с удовольствием поделились опытом по приглашению коллег на соревнования по профессиональному мастерству в Волгоградской области. Мы там начали показывать и замену изолятора, и замену подвесного изолятора, и с помощью шунтов замены плашного зажима алюминиевого. Там вот каждый день показывали разные работы. Для Татарстана такие работы уже стали привычными, в том числе во время проведения конкурсов профмастерства на полигоне в Тетюшах. А крепкий образовательный базис закладывается в другом уголке Татарстана, в городе Заинск. С момента образования центра у нас обучилось более 26 тысяч
слушателей, из которых около 3000 это исключительно методом работы под напряжением из 39 регионов страны. Сегодня специалистами филиалов сетевой компании, начиная с 2009 года, было проведено более 330 тысяч работ под напряжением, из них более 200 тысяч за последние 3 года. Сейчас передовой технологией в общей сложности владеет 163 бригады в компании, а это 635 электромонтеров. Среди передовиков по-прежнему специалисты чистопольских сетей. Недавно бригада из этого филиала сетевой компании впервые в России заменила дефектный изолятор подвесной гирлянды под напряжением 35 киловольт. Сам процесс замены занял не больше 30 минут, но ему предшествовала тщательная подготовительная работа, рассказывает заместитель главного инженера чистопольских электросетей Марат Сараруддинов. Ребята готовы к новшествам и как бы участвуют в этих процессах. И эту работу невозможно выполнить без горящих глаз. Соответственно, те работы, которые выполняют, они подходят к этой работе с инициативой, с энтузиазмом. Так, почти 1,5 месяца ушло только на изготовление изолирующих рукавов. Специалисты татарстанской компании «Эрвольт» выбирали рецепт смеси для заливки в подготовленную форму. Нужно было, чтобы она обладала соответствующими диэлектрическими свойствами и имела необходимую пластичность. На мне сейчас часть снаряжения электромонтера, который работает под напряжением 35 киловольт. Это вот специальная диэлектрическая перчатка. Даже пальцы сжимать сложно, не то что работать. И изолированный рукав специальный. Представьте себе, что работать приходится и в жару, и в холод, на высоте, плюс еще все снаряжение, обмундирование, оснастка. Насколько это сложная и тяжелая работа? Готовились не один день, средства защиты тоже все готовилось, все испытывалось. С непривычки тяжеловато, да, тяжеловато. Но потом человек все-таки свойственен ко всему, привыкать, и поэтому, когда часто работать начинаешь, ты уже привыкаешь к этой изоляции. Важно отметить, что вместе с активным внедрением РПН в Татарстане параллельно были запущены различные производства малой компании по изготовлению инструментов, оснастки и специального оборудования. Мы уже упоминали про зеленодольскую компанию «Эрвольт». А это еще одно уникальное снаряжение, разработанное саратовским производителем компании «Сектор Энерго». Впервые в России производятся работы по мойке действующих энергоустановок 10 киловольт без отключения потребителей. Эффективное снаряжение, то есть некоторые недочеты, мы на них укажем, конечно же, производителю. Я думаю, что производители доработают, и в конечном итоге мы получим готовый хороший продукт. Методы работы под напряжением заинтересовали и нефтяников. Для них подобные технологии особенно актуальны, ведь электрооборудование, установленное на скважинах, нужно регулярно обслуживать, проводить плановые работы. При этом останавливать добычу нефти нельзя, значит, нужно обеспечить бесперебойное электроснабжение. Нефтяники, зная о том, что сетевая компания освоила работы под напряжением без остановки оборудования, обратилась к ее специалистам. Итогом стало подписание соглашения. А недавно совместно с нефтяниками энергетики обеспечивали бесперебойное электроснабжение хода строительных работ кампуса Высшей школы нефти в Альметьевске. Выполняя совместную работу под напряжением с коллегами Статнефти, мы не остановили учебный процесс студентов, а также дальнейшее строительство самого кампуса. Ведь основная задача энергетиков состоит в бесперебойном электроснабжении потребителей. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников и Александр Лобанов. 7 дней. На улицах снова появились электросамокаты. Сезон открыт. Шеринговые парковки заполняются, а значит, вспоминаем правила. Старые и новые. Теперь электросамокаты, сегвеи, моноколеса – средства индивидуальной мобильности. Поправки в ПДД наконец-то были введены с 1 марта этого года. Это значит, что у водителей этого вида транспорта теперь есть свои дорожные знаки, права и обязанности. Окружающим станет понятнее, как себя вести, если впереди едет человек на колесиках. Права и шлемы не обязательны, но введено строгое ограничение скорости. Правда, одна деталь. В ПДД правки внесены, а вот в Кодексе административных правонарушений понятие СИМов как не было, так и нет. Это значит, что правила существуют, а как таковой ответственности за их нарушение нет. Электросамокат – городской тренд последних лет и самый травмоопасный. Казалось бы, оттолкнулся, зажал газ и поехал. Но все не так просто. За прошедший период этого года в республике произошло 13 ДТП с участием электросамокатов. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Основные нарушения – езда на пешеходном переходе и сразу несколько человек на одном самокате. При этом парковок в городе становится больше, а вот сами кикшеринговые компании не всегда соблюдают правила. Впрочем, так же, как и их клиенты.
Как найти баланс между туристической привлекательностью и безопасностью? О проблеме, которая много и давно обсуждается, но никак не решается, Диляра Юсупова. Дураки на дорогах будто сговорились. Мы еще не успели отойти от беснующихся по ледяным трассам, как беда пришла откуда не ждали. Электросамокаты. Лето толком не началось, а сезон травм и аварий в полном разгаре. Электросамокаты прочно вошли в нашу жизнь, и это давно уже не просто развлечение, а практически транспортное средство. Прокатиться на нем может любой. У вас никто не будет спрашивать права, возраст и проверять ваше состояние. Правда, некоторые ограничения все же имеются. Это ограничение скорости и даже передвижения. Теперь у самокатчиков появились свои дорожные знаки, но это мало кого останавливает. Ну, есть же специально отложенные места, ну так езжайте по ним. Но нет, хотят приключений, то есть, можно сказать. Набережные города забиты, туристов толпы, и каждый считает нужным прокатиться на арендном самокате. Быстрые, бесшумные, их стало слишком много и в толпе, и среди машин. С одной стороны, удобные, экологичные, с другой, ездят на нем и взрослые, и дети, и ездят безобразно. Поперек дороги, вдвоем на самокате, часто нетрезвые. И, казалось бы, теперь они законодательно закреплены в ПДД, но транспортом по-прежнему не считаются. В текущем году с 1 марта вступили в законную силу изменения в правила дорожного движения. В первую очередь дано понятие, что такое средство индивидуальной мобильности. Данное средство не может двигаться со скоростью более 25 км в час. Основные требования, которые предъявляются: необходимо двигаться по велосипедной, велопешеходной дорожке, полосе для велосипедистов. Если кратко, скорость до 25 км в час. Передвижение разрешено лишь по правому краю дороги. При этом пользоваться дорогой можно лишь при условии, если поблизости нет дорог другого типа – велосипедных дорожек, тротуаров. Если водитель нуждается в использовании средств индивидуальной мобильности на основной дороге, то оно должно иметь в своем оснащении звуковой сигнал, световозвращатель белого цвета спереди, оранжевый и красный цвета на боках, красный сзади, фару белого цвета спереди. Казалось бы, новые правила, новая жизнь, но если вглядеться в детали, то свежий фасад, опять же, с гнилой изнанкой. Опять-таки, вы понимаете, ввели правила в ПДД, в новую главу, но ответственность должна быть в КАПе. В КАП ничего не ввели. И вот. что это означает? Ну, через какое-то время будут изменения в КАП. Ну, например, вот ограниченная скорость 25 км в час. Во-первых, у нас же для машин все это рассчитано. Значит, у нас до 20, в городе, можно превышать знак до 20 км в час. И никакого нарушения. То есть 25 плюс 20, 45 получаем. То есть в пределах 45 он может ехать, не получая никакого штрафа. 45, представьте, по пешеходному, по тротуару человек едет со скоростью, пусть 40 км в час. То есть снова нельзя, но если очень хочется, то можно. Штрафы административные все же предусмотрены. 800 рублей. За езду в нетрезвом виде до 1500. Правда, поймать таких нарушителей и составить протокол – та еще задача. Только мы, пока снимали, заметили ни одного и ни двух ездаков по пешеходным переходам. Это самое распространенное, но самое безобидное нарушение. Что касается скорости, то на арендных самокатах она снижается автоматически. А если свой? Дорога должна быть вот примерно такой жесткой. Это раз. Во-вторых, если будет на земле гравий, песок с камнями, то при резких поворотах можно легко упасть. У меня такой опыт был. Я ехал примерно со скоростью 10 км в час, упал и вывихнул почти все пальцы на этой руке. Вот. И это я объезжал пешеходов медленно, да. И пешеходы их не принимают, то есть это не свои. И автомобилисты не свои. То есть никто не хочет, чтобы они ездили где по тротуарам, где пешеходы ходят. И также автомобилисты не хотят, чтобы они ездили по дорогам. Вот. К сожалению, наши власти не понимают, что это действительно новый вид транспорта, и нужно им выделять новые дороги. Но почему же не понимают? Все понимают. Власти города объясняют, процесс не быстрый. Нововведению около 4 лет. Город не успевает за модернизацию общества. Этот баланс между безопасностью и туристической привлекательностью будет найден. Но не все сразу. Начали с бизнеса, который, судя по всему, хоть и внедряет правила эксплуатации, сами эти правила не очень-то соблюдают. То есть это хаотично разбросанные просто самокаты, да? Да, верно. Тем самым они препятствуют
проходу как пешеходов, так и женщин с колясками. Данные электросамокаты в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ будут изыматься. Парковок стало больше, это значит больше хаоса в городе. В прошлом году было около 500 стоянок, сегодня выдано 550 разрешений. Кикшеринговые компании хотели больше, но мэрия с госавтоинспекцией посчитали это небезопасным. Более того, скорость на территориях Казани ограничена до 20 км в час, а в некоторых мертвых зонах и того меньше – 10-15 км в час. 44 зоны эти мертвые, парки, да? Не только парки, это общественные места, там, церкви, мечети, ну, близлежащие вот эти вот окружности. Конечно, не бывает все идеально. Приходится как бы и поправлять, и обучением этим заниматься. Это абсолютно нормально, это текущая работа наша. Трансформация идет через боль. И не только в Татарстане. Новая реальность – это напряжение всей России. В 2021 году в Санкт-Петербурге из-за постоянных происшествий власти города запретили работу прокатных пунктов до появления новых правил. А вот, к примеру, гости из Москвы считают самокат главным столичным транспортом, по популярности обгоняющим даже автомобиль. Это в какой-то степени все равно удобнее, нежели проходить пешком, там, либо сидеть на машине и сидеть, особенно в такую погоду, как бы в жару, как бы, ну, явное дело, что не очень хочется. А здесь и ветерочек, и свободно, и все смотрится, и вообще шикарно. В общем, да, запретить не запретишь. Можно только предупредить и надеяться на адекватность. Мы предупредили, а задача двухколесных – не убиться самим и не навредить окружающим. Запретят ли электросамокаты насовсем? Возможно, появятся территории без колес или запретные зоны. Какая дорога ждет электросамокаты, покажет время. Ну а мы поехали дальше. Диляра Исупова, Дмитрий Шлемин. 7 дней. В субботу в селе Нырья Кукмурского района Татарстана прошел республиканский праздник гудмурской культуры Гарен-Бетон. В переводе с удмуртского «окончание пахоты». Традиционный летний праздник удмуртов символизирует окончание весенних полевых работ. Важный элемент праздника – народные забавы. В подворьях были по традиции представлены интерьер и быт удмуртского дома, где можно было отведать блюда национальной кухни. Помимо каши и кумышки, гостей угощали блинами, табанями, плоскими пирогами, шаньгами, перепечами. Диляра Юсупова окунулась в атмосферу удмуртской деревни. Только раз в году, в один из июньских выходных, села становятся безлюдными. С раннего утра деревенские достают из сундуков национальные наряды и отправляются на Майдан праздновать Гарен-Бетон. По сути, это тот же татарский сабантуй, только со своими удмуртскими особенностями. Трис, малпам бриз. Значит, я поела, и у меня все, я здорова, значит. По-русски «приятного аппетита». С аппетитом здесь все в порядке. Русская печь с удмуртскими оладушками. Рецепт хоть и прост, но только здесь получаются самые пышные и румяные. С самого утра у печи ушло 20 килограмм муки. Секретный ингредиент раскрывается быстро, но повторить не каждому удастся. А есть какой-то у вас уникальный секретик, там, ингредиентик? Нету. Ваша любовь и теплые руки. Да, это точно. Блины, оладьи, по-удмуртски табани. Поговорка гласит: утром съешь табани и до вечера сыт. С этим блюдом у удмуртов связано несколько обычаев. Пукон табань – посиделки. Для Гарен-Бетона заранее готовили продукты для приготовления лепешек. Выбирали избу побольше и стряпали. Табаня с зыретом. Из молока и яиц нужно макать и кушать. Это как соус. Коронный номер. Ватрушки готовим, это из недрожжевого, а обычного теста. И лепим вот круги красивые, и там картошка. Особенность национальных песен – это любой инструмент, что под руку попадет, будь то коса или металлическая труба от самовара. Раньше музыки не было, гармошки не было, вот эту трубу использовали. Под этим трубой плясали, пели.
В этом году республиканский Граунд-Бетон проходит 25-й раз. В юбилейный год праздник бьет рекорды по количеству гостей. На Майдане 40 фольклорных коллективов из Татарстана, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей Пермского края. Не отклоняясь от традиции, на праздник входит и Фарид Мухаммедшин. Неторопливо осматривая подворье, ему приглянулась национальная рубаха. В ней он проходит и главной сцене. Посмотрите на мне ваша рубашка, как она сидит. Просто замечательно. А затем отмечает трудолюбие сельского народа, в том числе удмуртов, нашу давнюю дружбу и верность традициям. Особая цена селянам. А на селе лучше сохраняются традиции национальные. Чувашские, марийские, удмуртские, татарские, русские, любые. Они чтят это, берегут это. Красиво одеты в национальной одежде, поют свои песни, говорят на родном языке, а на Граунд-Бетоне все нации и народности присутствуют. Тут и русских, и татар, и чуваш, и мордвей, и марийцев. Очень много. Значит, это объединительные праздники. Несмотря на то, что республиканский праздник сегодня проходит и на удмуртской земле, сегодня очень большая делегация приехала на татарстанскую, гостеприимную, нашу доброжелательную землю, которой действительно, с дружбой с которой мы действительно очень гордимся. Трудолюбие и мастерство – особенность праздника Граунд-Бетон. Посмотрите только на этот чан с кашей – кулинарный рекорд России. На Граунд-Бетоне решили сварить самую большую кашу. В национальное блюдо «Вось-жук» ушло 20 килограмм гусиного мяса. 15 килограмм сливочного масла, 15 килограмм лука и 40 килограмм пшеничной крупы. Рекорд с результатом 248 килограммов. Объявляю официально зафиксированным. Поздравляю! Каша не простая, а жертвенная. После завершения процесса блюдо осветили по удмуртским традициям. Труд и плодородие земли отмечены в народных песнях удмуртов и даже в костюмах. Удмуртские женщины – известные ткачихи. Костюм женщин сохранил в себе наиболее архаичные черты, а значит, он близок к истокам культуры удмуртов. По костюму можно определить, замужняя девушка или незамужняя. Вот на мне костюм замужней девушки, так как на голове платок. Скажу про манисту. Вот, она состоит из 2 частей. И обязательно в манисте должно быть 3 ряда монет. Граунд-Бетон продолжает череду национальных праздников народов Татарстана и особенное значение приобретает в год национальных культур и традиций. В следующем году удмуртский сабантуй пройдет уже в Менделеевском районе. Диляра Юсупова, Дмитрий Шлеймин, 7 дней. На этом у нас все. Все профессиональное медицинское сообщество с профессиональным праздником. Всем наилучшие пожелания. До свидания. Здравствуйте! Июнь не балует жителей Татарстана жаркой погодой, предстоящей неделя не станет исключением. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана неделя начнется, увы, не с летней погоды. Ночи будут прохладными до 14 градусов тепла, днем также не жарко до 17 градусов со знаком плюс. А вот ближе к выходным дни станут теплее до плюс 23. Прохладно и даже холодно для этих дней июня будет на юго-востоке Татарстана. Ночью до 11 градусов тепла, днем максимальная температура составит 22 градуса выше 0. Осадки не ожидаются. В центре республики погода выдастся облачной, но осадков ждать не стоит. Ночью от 5 до 14 градусов тепла, днем будет тоже прохладно до плюс 19. И лишь ближе к концу недели станет теплее, воздух прогреется до плюс 23. На юго-западе Татарстана будет теплее, ночью до 13 градусов тепла, а днем до 24 градусов со знаком плюс. На северо-западе республики и в столице Татарстана неделя начнется с прохладной погоды. Вероятность дождей минимальная, ночью температура будет варьироваться от 8 до 14 градусов тепла, а днем максимальная температура достигнет отметки в 23 градуса.
Июнь уже перешагнул свой экватор, а по-настоящему летних теплых дней практически не было. Но таковы правила природы, и мы не можем на них повлиять. В студии была Аделина Зарифова. Смотрите погоду на ТНВ и будьте в курсе всех изменений. До встречи!